Спасибо. Добрый день. Сегодня 21 мая это день великой скорби и печали для кавказских народов, которые вели антиколониальную войну за свою свободу, защиту своей родины. В результате российско-кавказской войны, как вы знаете, наши народы оказались на грани физического уничтожения. Один народ полностью был уничтожен. Более 90% абхазов, адыгов было изгнано насильственно со своей территории, пределы Османской империи. Сохранявшиеся на протяжении тысячелетий абхазская государственность в XIX веке полностью, вот этот тот национальный государственный организм абхазского народа полностью был разрушен. А оставшиеся 10-15% абхазов на израненной родине были разбросаны, рассеяны по ущельям, горным ущельям. И у себя на родине Абхазии оказались изгои. Вы все прекрасно знаете. В 1992 году Кабардино-Балкария, парламент Кабардино-Балкарии, а в 1997 году парламент Республики Абхазия приняли постановление, согласно которому истребление, насильственное изгнание абхазов и, соответственно, черкесов было признано геноцидом, то есть отчайшим преступлением против человечества. Да, мы, наши народы, пережили геноцид, но мы выжили. Выжили, потому что не склонились, не подчинились, не преклонили свои колени. Мы потому что продолжили борьбу за свою свободу, за свою независимость. Форма борьбы уже принимала любой характер, защита чести и достоинства как отдельной личности, так и всего народа в целом. То есть одно из основных принципов наших, принципов Апсуара, принципов Хабзе, это честь и достоинство превыше жизни. Благодаря этому наши народы, где бы они ни проживали, на исторические родины, где проживают на чужбине, знамя чести нации не только владели, но подняли еще высоко. И усилили, и укрепили национальный дух, благодаря этой борьбе, благодаря которой мы сегодня имеем независимую свободную республику Абхазия. И сегодня, в тот период, когда абхазское государство создавалось, вы все здесь знаете, именно в самый тяжелый период войны, после нашего выступления, было принято решение о создании комитета по репатриации, по возвращению наших изгнанников, потом для наших изгнанников на историческую родину. То есть это одно из показателей того, что одна из самых главных целей вообще становления нашего государства – это собрание на территории Абхазии разделенного абхазского народа. Это возвращение потомков наших изгнанников. Пока мы это не сделаем, пока мы не возвратим, рана на теле Абхазии не заживет. И сегодня каждому ясно, что без возвращения наших потомков, наших изгнанников на историческую родину, говорит о становлении и укреплении абхазского государства, нет надобности. Не только речь идет об абхазской государственности. Если мы сегодня, исходя из внутренней ситуации в стране Абхазии и вокруг нашей геополитической ситуации, если мы часть абхазов не возвратим, будущего абхазского народа как единого целого под вопросом, и ситуация, то тенденция, которая идет, показывает, что будущего у нас не будет, если мы этого не сделаем. Я не хочу, безусловно, смущать краски и так далее. Все это прекрасно понимаете, что то, что сегодня происходит, мы сегодня видим определенное, да, вот осознанно, неосознанно, умышленно, там, непонимание и так далее,
препятствия, да, возвращению абхазов на историческую родину, сегодня Республику Абхазию, это есть продолжение геноцида. Это отказ абхазского народа права на жизнь. То есть вот мы сегодня, когда вот в абхазском государстве создали это государство, первый же указ, который принятие, который на репатриации, 30 лет прошло. Каковы результаты? Что мы сделали? То есть мы можем говорить сегодня, да, уже насчитал где-то 4,5, ну, пускай даже будет около 5000 репатриантов, которые возвращены за 30 лет. Какое количество представителей иных этнических групп за эти 30 лет заехало, механически заехало, проживают здесь? Сегодня что происходит? Происходит незаконное, неконтролируемое массовое заселение Абхазии иностранными гражданами. У нас есть миграционная служба, у нас есть пограничная служба. Вы когда-нибудь, где-нибудь, когда переходите границу, видели, что идет учет заезжающих иностранных граждан? Кто-нибудь фиксирует, кто когда заехал? Кто-нибудь фиксирует, когда заехал? Кто? Абсолютно бесконтрольное заселение. То есть и в этих условиях, когда приезжают, мы видим представители диаспоры, представители, вот, ну как и диаспоры, это потомки изгнанников, которые по нашим законам являются гражданами Республики Абхазия. Где бы он ни находился, он гражданин Республики Абхазия, это наша Конституция. Но когда-нибудь знают, им надо сразу же давать паспорта. Учет идет, какое количество идет, наши представители, значит, Абхазов, Абазин, которые сюда приезжают, создают бюрократические, значит, препоны уже для выдачи паспортов. Не только говорит, что те, которые имели Абазины, у них отнимают гражданство под выдуманными предлогами. Понимаете? То есть иностранные граждане не абхазской этнической принадлежности, то есть они бесконтрольно заселяют Абхазию, а вот именно Абхазии и Абазины, которые приезжают, за ними идет серьезная слежка, то есть их выясняют, кто они такие, значит, по количеству знают, где он находится, что он, чем он занимается. Ну, здесь очень много вопросов возникает, а естественно, когда возникает Абхазия, государство готово строить. Какое государство он строит? Какова цель этого государства? Вопрос, который, значит, да, ответ может быть разный, но мы должны выяснить причину, почему так случилось. Почему, как, вот 30 лет мы не можем, почему абхазская диаспора приезжает сюда, наше общество отталкивает. Если мы вот, да не просто сейчас, да, вот когда вот то, что я сейчас говорю, мы эти вопросы ставим. Когда говорят, что у нас программы нет, когда у нас говорят, что дорожный камень, это все ложь, есть все. Программы не представляют. Любой власти, которые позапрошлой власти, прошлой власти и нынешней власти, программы дорожных, мы проводили научные конференции, международные научные конференции, круглые международные, принимали резолюции, дорожную карту предлагали, но никакой реакции со стороны власти. Да? Что происходит? Что, я сейчас, есть определенные, это, да, сейчас, если я не хочу в эту сторону сейчас уходить, я хотел бы, если, ну, это многократно мы, например, предлагали, вот, да, с представителем комитета по репатриации Владимиром Харазием, мы обратились, еще тогда был, жил под Сатала Шоу Тимура Чуба. Мы предложили создание хотя бы отдела, научного отдела по исследованию диаспоры, исследованию абхазского общества, значит, какие культурные различия, какие политические мышления там, и так далее, для того, чтобы изучить, научно изучить, значит, наше взаимодействие. Ничего не было сделано. Мы обратились даже к коммерсантам, мы даже обратились, мы написали специальное предложение, проект Абхазо-Абазинскому конгрессу, что при Абхазо-Абазинском конгрессе можно было создать некоммерческий институт диаспоры.
научно-исследовательский, некоммерческий, для того, чтобы исследовать. Мы ничего не знаем, что в диаспоре происходит, там, чтобы здесь почему наше общество вас не поднимает, мы ничего не знаем. То есть ничего никакого, то есть исследований в этом направлении не ведется. Ну, а здесь очень много аспектов, просто я хотел, значит, единственный аспект, сказать, что одной из самых главных причин то, что здесь, почему мы не воспринимаем, почему здесь мало приезжают, то есть нет такого желания приезжать, а Абхазии нету абхазоязычного культурного пространства. Абхазского культурного пространства в Абхазии нет. Культурное пространство разорвано. Я не говорю о том, что этнические группы, которые здесь проживают, естественно, с конца второй половины 19 века, они разорвали наше культурное пространство, да, и физически, и демографически разорвано. Да? Ну, у нас нет ни духовного, значит, единого пространства, и нет культурного пространства. А для того, чтобы государство, то есть что мы должны делать? Человек, прежде чем сюда должен приехать, он осознанно должен быть в Абхазии. Он должен, всегда должна произойти духовная репатриация. То есть что это означает? Это означает, что мы должны создать абхазоцентричное мировоззрение. Здесь мировоззрение. Мы должны сказать, что Абхазия – это центр абхазского культурного мира. Там, где бьется сердце Абхазии, здесь абхазский национальный дух. Очаг абхазского национального духа. Это должно происходить как единое культурное пространство на территории Абхазии. Если у нас это здесь, как это ни странно, сегодня в абхазском государстве наиболее ущемленный кто? Носитель абхазского языка и абхазской культуры. Человек только с абхазским языком, с носителем абхазского языка, который следует этикету Апсура, он не сможет жить сегодня в Абхазии. Как такое могло случиться? Понимаете? То есть случилось это, у меня есть, например, ответ, чего, и писал об этом, и говорил об этом, и просто мы еще не начали строить абхазское государство. И начали восстанавливать абхазскую государственность. Мы продолжаем строить вот этот, как его, советские автономные республики. Советские. То есть мы же считаем, что мы как-то, да, вот, продолжение. Это очень важный момент здесь, вот чисто вот мировоззренческий, идеологический. Мы априори считаем, что мы являемся продолжателями абхазской государственности советской. При этом, если мы так считаем, это наше мировоззрение, места абхазской диаспоры здесь нет. Понимаете? Мы не советскую. Если вот советская абхазская государственность, наша государственность была, против кого и чего было направлено абхазское национально-освободительное движение? Понимаете? Если абхазская государственность, советская Абхазия была абхазской государственностью, главная цель Советского Союза, коммунистической партии, в чем заключалась? Ассимиляция всех народов, создание советского народа, единого советского народа. Русскоязычного, не русского, и русский народ тоже должен был ассимилировать. Единого такого гибридного народа. Сегодня что у нас происходит? Многонациональный народ Абхазии, что это такое? То есть мы сегодня продолжаем на территории Абхазии, как отдельно взятой посередке страны, строить, создавать гибридный какой-то многонациональный народ Абхазии. Там он будет русскоязычный, на основе русской православной культуры. Вот то, что сегодня мы делаем. Там нет места абхазской культуры. Нет, там нет места носителя абхазского менталитета. У нас даже сегодня есть специальная общественная организация, не говоря уже о государстве, которое это делает. Создает она или не создает. То есть общественный конгресс народа Абхазии, они додумали, что надо квоты создать этническую группу, но они не додумали, что надо создать квоты для абхазских репатриантов, которые здесь живут. Понимаете? То есть это серьезная проблема, которая сегодня перед нами стоит. Мы отдельно репатриацию проблему мы не сможем решить. Мы должны решить проблему абхазской государственности. И сегодня, и у нас время, кстати, очень мало времени для того, чтобы начать восстанавливать абхазскую государственность. Потому что тенденции, которые сегодня идут, очень опасны для нас. Потом я просил бы не путать
репатриацию с демографией. Вы когда конференцию сделали, там один из пунктов было создание, поднятие комитета репатриации до уровня министерства. Мы даже вице-премьер, что министр репатриации был вице-премьером, чтобы он мог влиять на всех министров. Когда при Хаджи был вот единственный пункт, который они сделали. И как только новая власть, ничего не объясняя, почему, сделали еще добавили демографию. Тоже неспроста, я считаю. Потому что тогда возникает вопрос, мы что для демографии хотим, чтобы переселили сюда. А если у нас было бы миллион здесь, если 90% Абхазии проживали в Абхазии, они что, не должны были возвращаться сюда? Это подход неправильный, это разные плоскости. Да, когда они прибудут, у нас будет резкий скачок развития абхазского языка, скачок развития культуры, скачок абхазского народа. Развитие пойдет, как только хотя бы 10-15 тысяч, если вернутся. Но не для демографических проблем. Они здесь, они на историческую родину возвращаются в восстановление. То есть любой народ, который насильственно был изгнан, он имеет право через 200-300 лет возвратить и получить свой. И мы, здесь просто я хочу быть многословным, больше там проблем много. Просто я очень благодарен, вот, что сегодня, вот именно день, здесь друзей, да, вот, я думаю, что вы молодые ребята, вы очень серьезно относитесь к этой проблеме. Надежда теперь на вас. На вас надежда, да, для того, чтобы это на новом качестве, новом уровне вот этой проблемы мы могли начать решать. Спасибо, я, наверное, многословие. Нет, все Почему я не прошу? С халифа, начни с халифа. Я жены а джунзра газги хайтахон. Ажла, ютаху хадиу. Бихадиу хатушо. Скишу сахас. Аврам йома, джамар йома. Киртва йома, агрва йома. Раша это проходалось йома. Я тахуа кызатру. Ахдыр я жахрибета. Ушра тахуа прижит памяба, вряжа шатсловат. И хау гилазан, а то мила пряга рымазан. А ушра хашки. Гублыра начки. Ахдыра зацах и цель. Обрезыганы. И мать шарда, телевидение, бабу, по небу, по ребаху. Ехал по интернету Саша. Живана Граша, Ажла Рахдара Штыш, Шипхавича. Он яшал, как его шазон. Прямо убийство историческими. Хузбзира Аллах. Нас ехать я уже даром абсурд. Уйди, а он младший пришел. Он из банда. Создает, улица, соски стоит избан. А варчи и чаучу и сеплой. Сам разнакала так красы. Андер невежество. Андер газаран шейтаимза. Ахдеран шаратвища. Нахузира Аллах. Как передать таком Алина Чипхан, Абсолютно Мисука Усимли, Царолой. Я извиняюсь, что так говорю. Все хорошо. А я говорю, что сразу. Надеюсь, Сара и Раджана Амтазгадзома Хабри Мушпакрак и Виштырует Абсолютно театр интеллигенции Айзера Туруман Убра репатрации из Туна Жопак Хаспаркина Сергей Нцамтуков Асцет Ахасук Кылар Успан Юкулыз Раджахан Сарай Сукунгыла Дедубри Санцамтуков Сван Гарупак Ятай Абрайспарстапо Хажлар Аскишупсака и Руган Дохала и Хахава и Мырцпан и Хтанза Яркин Апсух Дырра Апсух Дырра и Узаконско Яптаку Бапсу Бисша
Аԥсуа хдырреи аԥсуа бызшәеи рыҟазаара ԥсыс ирхоуп аԥсуа жәлар. Абриоуп изыбзоуроу иахьатәи аԥсуа ҳәынҭқаррагьы. Аԥсуа доуҳатә хдырреи аԥсуа бызшәа дунеи иахьа уажәраанӡа атәымдгьылаҿы еиқәнархеит азежәтәи шәышықәсақәа рзы зыԥсадгьыл мчыла иахырҵаз аԥсуа жәлар, адиаспора ҳәа ҳзышьҭоу. Иахьа ҳара ҳажәларны ҳшьақәзыргылоу ихадоу абарҭ аилкаарақәа аԥсуа ҳәынҭқарра ауп изыхьчаша. Зыԥсадгьылаҿ иҟоу аԥсуаа хыԥхьаӡарала акырынтәи ҳаиҳауп атәымџьара еиҳарак Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа. Урҭ рыԥсадгьыл ахь рхьарԥшреи ҳажәлар реидкылареи хықәкыс иҟаҵаны аибашьра анцоз зегьы шәиԥшьны жәаха шықәсазы Март ежәыхқәа аҽны Владислав Арӡынба иаԥиҵеит аԥсадгьыл ахь ахынҳәыз аҳәынҭқарратә комитет. Ари еиԥш иҟаз аидеиа ҳаԥсуа жәлар еснагь иазхәыцуан, аха уаанӡа ус еиԥш аҭагылазаашьа ҟамлаӡацызт. Дырмит Гәлиа иҩуан Аԥсны аӡәы заҵәыкгьы днымхаӡеит зашьцәа Ҳаџьыра иамгаз ҳәа. Урҭ рырхынҳәра иазкыз азҵаарақәа раԥхьаӡатәи аԥсуа газеҭ Аԥсны адаҟьақәа рҿ лассы-лассы иалацәажәон. Иҟоуп агәаанагара ҳауаажәлар рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәра аусқәа хҭыгәхьаз ирҭеит ҳәа Нестор Лакобагьы. Асовет аамҭазы адиаспоратә еилазаарақәа ҳара иҳаман Аҷаратәи автономтә республикаҿы Баҭым. Урҭ уажәшьҭа рыхдырреи рбызшәеи атәы аҳәара уадаҩуп. Иаҳа еиҳау адиаспоратә гәыԥқәа еиқәханы иҟоуп Ҭырқәтәылеи Сириеи. Аибашьра ашьҭахь аԥсадгьыл ахь архынҳәыз аҳәынҭқарратә еилакеит аԥсуа интеллигенциа рыбзоурала урҭ атәылақәа рҿы инхо аԥсуаа рыԥсадгьыли дареи реигәныҩразы имаҷымкәан аусмҩаԥгатәқәа ҟарҵахьан. Иахьа жәанызқьҩык инареиҳаны Аԥсны атәылауаҩра рыдыркылахьеит. Зеиԥшыҟам хҭысуп шәышықәсала зтәыла гәакьа иаҟәыганы атәымдгьылаҿ инхо аԥсуа хылҵышьҭрақәа Аԥсны атәылауаҩра рзырхынҳәра. Уи аҵак ду амоуп ҭоурыхла аԥсуа ихтырра ашьақәыргыларазы. Аха урҭ реиҳарак Аԥснанҭыҵ иаанхоит иахьазы. Рыԥсадгьылаҿ нхарҭа ҭыԥс иҟарҵеит ҩнызқьҩык маҷк инареиҳаны. Ҳәарас иҭахузеи урҭ рхыԥхьаӡара акыр иаҳахар ауан. Ҳара ҳахшыҩ еилаҵаны ари азҵаара ишыстратегиатәу дырны иҵегь ҳахаҵгыланы ҳҽеидкыланы аус ҳазусҭеит. Иҟоуп зышьҭахьҟа ихынҳәызгьы иаҳзаанымкылазгьы. Урҭ ирзынархо амзызқәа даара ирацәоуп аҭоурыхтә, абызшәатә, апсихологиатә, адинхаҵаратә факторқәа ирыцҳалоуп. Еиҳарак зхыԥхьаӡара рацәоу аԥсуа диаспора Ҭырқәтәыла иҟоуп. Урҭ ахьынхо ақалақьқәа араионқәа рҿы еиҿкаауп аԥсуа дырнеқьшәа изышьҭоу акультуратә хәышҭаарақәа, аԥсуа хеидкылақәа. Дареи ҳареи ҳаимадарақәа ԥкым, аха макьана ишахәҭоу еиԥш еиҿкаара ҳамам. Ишахәҭоу еиқәыршәам аԥсадгьыл ахь ахынҳәра анагӡаразы изықәныҟәо апрограмма. Аԥсныҟа ихынҳәыз арепатриациа арепатриантцәа аԥсуа бызшәа дырҵаразы иҭышәынтәалоу курсқәагь ҟаҵам. Иҟам абызшәа дырҵаразы иҟам адаптациатә процесс иацхраауа усмҩаԥгатәқәагьы. Арепатриантцәа ирзоушьҭоу хәышықәсатәи астатус аҩныҵҟа ицәгьамбзам хылаԥшра рзыруазар хәышықәса нҵәалак шәыстатус нҵәеит ҳәа ус рхы ианарыжьуеит. Урҭ изыҩноу ауадақәагьы аԥхынтәи аԥсшьаратә сезон анаалак дара рыԥшәмацәа идәылырцон. Абас еиԥш иҟоуп иахьатәи аамҭазы арепатриациа ҳәа ҳзышьҭоу аусура. Сара шәсызҵаауазар, уи иахьа ишахәҭоу аус ауам
ҳҳәынҭқарраҿы зегь раасҭазҵазкуа ҳара ҳаиқәзырхо азҵаара шакәугьы. Даҽа канкахьала ҳахәаԥшуазар репатриантцәа анхарҭақәа зегьы ирыҭоуп, измам ҳәа аӡәгьы дыҟам, урҭ анхарҭақәа ирызрыцҳаӡам ҳәа ажәлараҿы абас еиԥш иҟоу гәаанагара иҟоу аҭыԥантәи ауааԥсыреи дареи еиҿанаргылоит. Абри азҵаарагьы ишаҳбо еиԥш инагӡаны ицӡам. Ииашаҵәҟьаны аԥсадгьыл ахь ахынҳәра апроцесс иахьа игәыгәҭажьны иҟоуп. Еижәаба шықәса ирылагӡан зыԥсадгьыл ахь ихынҳәыз рхыԥхьаӡара ҩнызқьҩык иреиҳаӡам. Урҭгьы шамахамзар зхала ихынҳәыз роуп, мамзар ҳара иааҳгаз ҳәа аӡәгьы дыҟаӡам. Аԥсуа диаспора апроблемақәа аус рыдулара хымԥадатәиуп ҳажәлар рыԥсҭазаараҟны. Аԥсуаа жәларыкны ҳаҟалара, ҳаизҳара ҳаԥхьаҟатәи ҳдунеи гарантс иамоуп. Арҭ азҵаарақәа наукалагьы практикалагьы иацныҟәатәуп. Аԥсны иҭацәны иаанхом адгьылқәа уи еилкаауп усуп. Аха изаҳҭахузеи ҳара ҳагьаԥшәымамкәан, ҳагьсасымкәан ҳаԥсуа хдырра ахьыҟам, аԥсуа бызшәа ахьықәҩуа атәыла. Финляндия иҟоу Аԥсны акультуратә центр анапхгаҩы, Аԥсны акультура аминистр иабжьгаҩ Исхақ Қәычха, Аԥсны Џьеитәылатәи еибашьрак ветеран, Аԥсны хаҵа аҵарауаҩ Асланбек Марзеи, иара убас ауаажәлар ԥсҩы Владимир Пшенополар. Я всех приветствую. В этот день, 21 мая, мы все прекрасно знаем, что нас всех объединяет. Когда мы говорим репатриация, потом кассироваться, многих таких слов у нас как бы набор слов у нас появляется. Мы до конца на сегодняшний день не только абхазское общество, но и весь Кавказ не понял, что произошло на самом деле. Если бы понимали, я думаю, весь Кавказ бы приложил бы больше усилий для того, чтобы становление Абхазии продолжалось в правильном темпе. Но сегодня как бы многие кавказские республики ревностно относятся. Может быть, в хорошем понимании, кто-то в плохом понимании относится. Больше, скажем, друг друга в чем-то обвинять начинают, но не понимают ту горечь, которую прошел сам народ абхазский, именно, скажем, Кавказскую войну, становление советской власти, коммунизм, грузино-абхазский конфликт. Это все, это никакой реабилитации у народа не было, в принципе, по большому счету. Я немного, может быть, буду грубоват, но я хочу обратить внимание, что турецкая диаспора до конца не понимает своей значимости для Абхазии. Если, например, здесь многие свидетели того, что происходило, для того, чтобы сорганизовать, обозначить диаспору Кабардино-Балкарии, что мы прошли, какие у нас были, скажем, подъемы, падения, как бы сегодняшний реалити, это очень сложный процесс, прессинг, так сказать, то у турецкой диаспоры, я думаю, в принципе, больше возможностей, чем, скажем, препятствий для того, чтобы возвращаться на территорию Абхазии. Как вот Буран уважаемый сказал, на самом деле
обществом такое столкновение, и мы до конца не понимаем, почему мы сталкиваемся, почему мы общий язык не понимаем. Потому что я лично считаю это, потому что мы собираемся, а общих делов не обсуждаем, общих проблем не решаем. И ни на каком уровне, абсолютно. Хотя комитет по репатриации, да, я застал практически всех руководителей комитета по репатриации, но тоже не хочется все как бы палки на них, сбрасывать все проблемы на репатриацию, потому что репатриация, комитет по репатриации? Это налоги государства, налогоплательщиков, простой народ, который оплачивает своих налогов, фонд вкладывает, и ни репатрианты, ни потомки махаджиров, которые в будущем как бы могут быть репатриантами, они не сам народ, который платит налоги, никто, в принципе, не приходит и не говорит, а в чем дело, почему такая, скажем, по-школьному не успеваем, хотя здесь есть люди, которые были у основ этого комитета по репатриации, кто именно этот институт создавал, для чего создавал. Там же все как-то элементарно, устав, цели, задачи, все прописано. Никаких проблем нету. Проблемы в нас. Где-то мы молчим, где-то мы боимся, где-то мы не понимаем. Я вот считаю, лично я считаю, что мы можем много-много-много друг другу предъявлять, но это надо, наоборот, просто взять, убрать и посмотреть на историю, которая вместе с нашей историей проходит во всем мире. Та история, глобальная, мировая история, которая происходит. И в Кавказскую войну, что происходило, и в грузино-абхазский конфликт, и сегодня, что происходит. Из этого надо делать выводы. Нас весь мир знает как мудрый народ. Нас все классики описывали, как восхищались нами. Сегодня что-то, какой-то сбой произошел. Значит, надо встать, подумать, осознать. Вот такие мероприятия нельзя заканчивать там, поговорили о больном, разошлись. Нет, надо какие-то ставить цели, задачи. Если какой-то институт не справляется с этим, может быть рядом стать, может быть курировать, может быть новую параллель создавать. Пока вот есть наши старшие, которые конкретно нам указывают на эти, мы, может быть, идеологически не так подготовлены, но у нас есть желание, чтобы репатриация все-таки была на самом деле. Вы перед нами, вот Гурам сказал, это много-много-много-много плюсов. Это экономика, инвестиции, физический труд, профессионалы приедут. Тут очень много может, огромный плюс. Мы где-то ходим там, что-то ищем непонятно, когда вот здесь у нас свое есть. Вот это надо делать. И небольшая просьба к организаторам, было бы неплохо, чтобы какие-то приоритеты все-таки мы выставили, в конце концов. К чему-то общему пришли, друг другу где-то подвинулись, уступили, на бумаге зафиксировали что-то, хотя бы 1-2 направления, которые мы можем на самом деле озвучить и уже дальше курировать, проверять, сами выдвигать, продвигать, это хотя бы 1-2 вопроса. Если мы этого не можем делать, я думаю, и смысла вообще в этом всем нет никакого. Потому что глобализация и тому подобное, мы просто, знаете, как жернова. В жерновах выходит там мелкий помол, а бывает крупный помол. И не нам это молоть эти жернова. Мы так помним, просто кто-то крупный, и так и уходит, не бытие. А кто-то мелкий помол. Вот сами давайте будем выбирать, мы мелкий помол все-таки или крупный помол. Пожалуйста, если можно будет, какую-нибудь конкретную задачу поставить, проголосовать, может даже на бумаге, лично я подпишу, если будет конкретика будет и как общественность, и как репатриации тоже я
советником являюсь, руководителя. И больше чем уверен, что если будет конкретика, и наш руководитель, и сегодняшняя команда поддержит нас. И мы должны все сделать для того, чтобы они поддержали. А может быть, и мы их поддержим. Как бы так. Давайте все-таки что-то в конце концов решать конкретно. Это будет. Предложить надо. Таке найзереша характер поважна війшкара, поважна політика війшкара, хатарнакша, його зіб'є хабзингес ім'я хацес, війшкара, хатарнакша, його експерт фонданта, хатарнак, його вас важна війшкара, айдгала хатарнак, вожаже, як таху, Алхастинчал, експерт фонданта хатарнак. Я хотел, когда Дмитрий нас пригласил, хотел поговорить об одном, сейчас хотел бы Брама Джодовича слова расшифровать, одну фразу. Насчет принятого акта от парламента. Дело происходило в 1997 году. Все, что мы говорим, все вопросы, по-моему, все ответы в одном документе собраны, текст которого напрочь сейчас просто любого из нас никто не помнит. Небольшая справка, 97 год такой был напряженный, по-своему тяжелый. Комитет был создан уже 4 года как, в год войны, 93-й, пришлось отдельно еще принимать вот этот акт, наполняющий смыслом, мне кажется, комитет репатриации. Что касается самого названия комитет репатриации, если мы чуть углубимся в историю этого слова, это фактически восстановление в гражданстве. А след, как бы правильно все говорили, речь идет о возвращении домой. Совершенно такая холодная формулировка, не отражающего идейного, эмоционального смысла того, что надо сделать. Теперь, если вы позволите, быстро прочту, очень интересно будет. Документ называется «Об акте депортации абхазов Абаза в 19 веке. Колониальная политика Российской империи в годы русско-кавказской войны 1817-1864 года и последующие периоды нанесли абхазскому Абаза народу и его генофонду непоправимый урон. За участие в борьбе за свободу и независимость своей страны часто была физически истреблена. 80% из уцелевших были изгнаны в Османскую империю. В результате войны неоднократных карательных мер изгнания абхазов Абаза из исторической родины полностью были опустошены северо-западной и центральной Абхазии. Исчезли жившие там этнографические группы и территориальные общины садзов, цуйцев, ринговцев, свиджерцев, суйцев, гунцев, цивилинцев, дальцев и так далее, а также близкородственные абхазам Абаза, увыхи, населявшие территорию между реками Хоста и Шахе. Большинство абазин и Абаза, живших на Северном Кавказе. В Абхазии лишь в виде отдельных этнических анклавов остались дзирцы, аджуйцы и самужаганы. На Северном Кавказе Тапанта и Ашхарова. Депортированные в XIX веке более 300 тысяч абхазов Абаза по современному международному праву считаются беженцами. Неисчислимые бедствия и страдания постигли депортированное население, десятки тысяч людей стали жертвами холода, голода и эпидемии. Царизм изгнанных абхазов необоснованно обвинил в предательстве. Им было отказано в возвращении на родину. Тысячи абхазов, преодолев неимоверные трудности, добирались из Турции к берегам Абхазии, однако местная администрация их отправляла обратно. Абхазы же, оставшиеся в Абхазии, были признаны, объявлены виновными и временным населением. Их лишили прав селиться в центральной и прибрежной Абхазии. За малейшее антиправительственное выступление им грозила опасность поголовной ссылки. Правда, российские власти в 1907 году сняли с абхазов, оскорблявших национальное достоинство и ярлык виновного и статус временного населения. Однако ни царизм, ни меньшевистский режим Грузинской демократической республики, ни власти Советской Грузии, ни правительство СССР не решали проблему репатриации абхазов. Многочисленные индивидуальные и коллективные обращения
представители абхазской диаспоры в адрес правительств вышеназванных государств на предмет их возвращения на историческую родину, как правило, оставались без внимания. Власти, их покровители в Кремле тоже в самое время осуществляли целенаправленные комплексные меры по массовому переселению в Абхазию грузин из Грузии и ассимиляцию оставшихся на своей исторической родине абхазов. На сегодняшний день ждут соответствующего решения правительства Республики Абхазия более 4000 заявителей абхазской диаспоры на предмет возвращения на историческую родину для сохранения родного языка, национальной культуры, традиций и в целом этнического самосознания. Давая историческую и политико-правовую оценку роковым для абхазского народа событиям, Народное собрание Республики Абхазия постановляет: первое. Признать массовое истребление и изгнание абхазов в XIX веке в Османскую империю геноцидом и тягчайшим преступлением против человечества. Пункт второй. Признать согласно Конвенции Генассамблеи ООН от 1951 года депортированных абхазов беженцами. Признать незыблемым право добровольного беспрепятственного возвращения потомков депортированных абхазов на их историческую родину. Обратиться в ООН, ОБСЕ, СНГ, другие международные региональные организации, к российскому государству, как правопреемнику Российской империи и Союза СССР, с просьбой об оказании необходимой политической, материальной и гуманитарной помощи в процессу добровольной беспрепятственной репатриации и интеграции потомков депортированных абхазов. Поручить Комитету по законодательству и комиссии по межпарламентским связям и связям с Отечественным и Народного собрания разработать проекты законодательных актов о планомерной репатриации абхазов. Предложить президенту и Кабинету министров при определении реализации основных направлений внутренней и внешней политики учитывать государственную важность репатриации потомков абхазских беженцев, принять комплексную программу по репатриации и абсорбции зарубежных абхазов, обратиться ко всем республиканским и местным органам госуправления, политическим партиям, общественным организациям, хозяйственным и коммерческим структурам, оказать необходимую политическую, морально-психологическую и материальную помощь в процессу репатриации. Постановление опубликовать в прессе, передать по радио и телевидению. Спикер парламента Сафар Дачевич Генджоля, 15 октября 1997 года. По-моему, все вопросы освещены, ответы на все даны, что делать Надо исполнять. заново. Так что не надо посыпать голову Этот пеплом. вопрос можно будет? Пускай никто не посчитает провокационным, да? Вы имею в виду, задам вопрос и сам отвечу. Нынешний парламент какое постановление можно принять? О, Аллах. Я думаю, что мы Они вообще знают, что было находиться. За шестой созыв, вы вот здесь упомянули, я с вами согласен, тоже провокационно ответил, что демография и репатриация это немножко разные вещи. Когда мы здесь с помощью сотрудников комитета разработали поправки к закону о репатриатах, столкнулись с очень интересным сопротивлением, мягко говоря. И поэтому вот эту несуразицу, что демографию, которая выше понятия, пришлось спрятать репатриацию, чтобы с помощью этой юридической нормы помогать абхазским семьям, в первую очередь, они действительно были об этом не тогда сказать, пришлось вот такое Джамсангал крайне специфический. И, конечно, даже тогда, в шестом созыве, министр, не буду сейчас сегодня должность чего называть, предложил сократить процент налоговых отчислений в пользу комитета по репатриации. Ну, спокойно так говорит об этом, Абхазия сидит, моих лет, между прочим. Если был бы младше, можно было бы списать, что он этого не знал, не видел, что происходило там перед, во время и после войны. Ну, ответил бы мне на вопрос. Если решаю планомерно, судя по всему, идет курс на вообще распуск этой структуры. Вот это решение непонятное по изменению статуса министерства, изведение его до комитета, это вообще непонятно о чем. Обратились, поэтапно обращались к предыдущим властям, нынешним властям. За них написали, что им нужно говорить.
стратегии, то есть написали относительно нашего соотношения с братьями Северного Кавказа. Грузины, слушайте, ну если мы не в состоянии какую-то международную политику выстроить, хотя бы с военных соображений, наш противник засунул свой нос к нашим братьям во двор и там хозяйничает, фактически какую-то вербовку проводит молодых умов. Мы сидим здесь, ну сегодня вот апартаментами заняты, вчера нефтью заняты, а Харам и Ждада дойдем. Стратегию взяли, почти повторили грузинскую, там особо вариаций нету. Отправили руководству, все как положено, оформили, уже который месяц, 4-й месяц молчат. Ну, под какую-то оценку оскорбляет даже это по-абхазски, что ты задал вопрос, тебе не отвечает, даже вот этому надо учить, здесь уже, как Руслан сказал, наша главная беда, как всегда, невежество, даже в мелочах. И все наши, это еще Богу, где-то его верят, все, что между нашими народами, вы упомянули, и внутри здесь все наше зло, непонимание, ругань от невежества и незнания. Просто глупо падение уровня образования, незнание вот этих документов, незнание, почему они вообще были. Поэтому о практических шагах, если говорить, сейчас на днях мы, видимо, выступим, и прямо сумму набираем, которая нам не то, что нужна, которая не хватает нам собрать, чтобы запустить или проекты, или как с помощью интернета и так далее. Раз они не делают, те не делают, эти не делают, кто-то должен сделать, не хватает там каких-то технических, то есть не хочу ошибиться в названиях, каких-то компонентов. И будет это вещаться на весь Северный Кавказ при желании и на всю Абхазию. И на Турцию. На весь мир с помощью интернета. Хоть какой-то шаг будет сделать. Раму, политикам, людям искусства и так далее, позволит из всей этой государственной надстройки, чиновничьей, ничего не дающей, как выяснилось нам, самим решить вопросы нашего общения. Можно вопрос маленький? Да, вот и да, я тут это очень хорошо, вот именно момент без них. Это дело народное, поэтому вот без них. И есть ли такой вариант, чтобы вот мы заметили, правительство, оппозиция, там, ну, власть, скажем так, оппозиция, вот эти все раскачки нашего общества происходят, мы как-то не можем баланс поймать. Вот, ну, как вообще репатриация решать, это ну, уходит на другие планы, эта проблема, почему-то. Мне странно вот такой вопрос. Оппозиция поднимала такой вопрос конкретно когда-нибудь? Не сегодняшний, не обязательно сегодняшний. Поднимала во время именно репатриации. Когда поднимали, как не поднимали. Поднимать всегда немножко поднимали. превратился, по-моему, в предмет даже спекуляции иногда. Как вы к этому относитесь? Как абхазец может спросить у абхазца, как ты к этому относишься, и то, что он должен ожидать в ответ? Конечно, способствовать должен. я просто думаю, что репатриация для оппозиции это очень хороший конек. Ну, все забыто. Все забыто. Как мы сказали, вот из министерства обратно в ведомство. Вместо того, чтобы набирать обороты, наоборот, заставляют. Володя, я тебя извини, перебью, Зарецков, извини. Он, царство небесное, шел один из очень высоких. Да. Когда, говорит, в Цибилее, абхазцы жили, удивлялся, президент не один. Хаос. Было. Он тебе невежество, президент. Война закончилась, горячая, наверное, идут холодная. Нужна земля, поэтому репатриация, на которую мы придумали комитет, и все свалили туда, репатриация это просто инструмент, который закладывает программу и решение вообще, кто должен принять, все, наверное, догадываются, кто стоит во главе государства, как минимум. В то же время он не решает один под влиянием, может быть, внешних сил. Он просто аккумулирует мнение всего народа. Вообще нанятый менеджер, если на то пошло, статья какая группа, сейчас мы бегу сказали, что у нас как-то сверху импульс потерялся, поэтому читал документ 97-го года,
Сегодня в программах, озвучиваемых политиками, неважно в каких Москве, это все так, поскольку, ну да, надо бороться за экологию, за репатриацию, и что-то там еще такое, что это дежурные фразы. Думаю, никому нового ничего здесь не рассказал, все своими ушами, глазами просто видели и слышали. Поэтому, видимо, по принципу хоть что-то делать, как ты говорил, маленькими шагами, я думаю, вытащить можно все это. Когда из 10 человек 9 пойдут, наверное, апартаменты строят, всегда это так было, на войну кавказскую или любую другую. Один останется, какой-нибудь, его все тут же назовут сумасшедшим, но который пойдет первый за родину, наш войну тоже самое было. Первый пойдет на митинг, первый пойдет драться за какие-то документы, книги и так далее, письма подписывать там и так далее. Молитесь все, чтобы этот один образный процент всегда оставался из этих 10%. По-другому не получается. Для оппозиции, да, 8% больше не надо. неплохим этим, скажем так. Хотя бы какой-то, может Можно быть, мне вопрос? соревнование будет. Чем как названная ваша площадка будет отличаться от площадки? Кто говорит, можно видеть его? Вы? Ну, пожалуйста. Значит, которая поднимает все вопросы и репатриации, и она на площадке YouTube, ее могут смотреть и в Турции. И мы сделали перевод на синхронный, там, значит, впервые, что можно переводить, там есть такая функция в YouTube, что нажимаешь и на субтитры появляются и так далее. Чем это будет отличаться? Ничем, я тебе скажу, потому что это все будет вместе, поэтому не будет ничего. Пришлось это Просто уже это есть, ты говоришь, надо такое создать. Я ничего не Хорошо, я тебе скажу, с чего мы начали. Это 2 или 3 года назад в комитете репатриации на тот момент, ты будешь поправлять, если я ошибаюсь, цифра до 180 до 200 миллионов скопилось денег. Там, когда процессы остановились, затратники саккумулировала сумма. Мы посчитали, то, о чем мы говорили, поле тогда, кстати, Хабар в зачаточном состоянии был, или его еще не было даже. Спутниковое телевидение, технологии развиваются, это все уже не нужно в виде интернета. Свободно можно было положить 5-10 миллионов, по-моему, рублей в бюджет телевидения при комитете репатриации. То есть государственную структуру написали, все, бюджет принят был без этого. Следующий бюджет без этого. Зачем эти проекты писали, зачем мы это обсуждали, не понимаю. Тогда позвал своих друзей. Что с этим делать? Давай, говорю, придумайте что-нибудь, чтобы это давало денег, чтобы не просить, не клянчить, и потом пусть это работает само на себя, как вечный двигатель такой своеобразный. Поэтому сейчас сегодня делали и должен делать общественный товар, конечно. Поэтому все это... Это здорово. Здорово, если это делается на самом деле. Айза Усвадала, Важи Геркартаху, Важи Ракусу, Важи Рапичка, Апсна, Суидинах через Айора Хандавер, Иван Скылан сылсы, принася, рисунки, распался. Наирым пасик. Скылан хидире, держимас. Как Аслан Яцпар Стахуп, и там, где Дзялко Рысчева, нас съездили. Спасибо за доклад. Сегодня очень интересный доклад. Аслан Мазей прочел на платформе Дума. И я думаю, что очень было интересно, много очень важных вещей сказано. Спасибо, Буран Джотович, Руслан, за ваши выступления. На самом деле, чаще надо, наверное, нам об этом говорить. И не только в таких памятных днях, когда это мы должны вспоминать по разным, значит, не только датам, но и системно тоже. Вот. И на один момент я хотел обратить внимание, к которому я как бы потом сделаю мост в современность. Я думаю, что одна из причин, наверное, нашего поражения в Кавказской войне и махаджирства все-таки была
технологическая отсталость наша по сравнению с Российской империей, которая модернизировалась к этому времени уже по европейскому образцу. Была создана армия, флот уже модернизирован, мы противостояли фактически европейской державе. И это, я не буду говорить о разных причинах, причин много, почему мы к этому 19 веку практически отстали в своем развитии, но одна из причин, наверное, была письменность. Отсутствие письменности, отсутствие образования, отсутствие вот этих основных вещей, которые позволили бы модернизироваться на народу. И советская модернизация, которая фактически прошла и в 60-м, 70-м годам 20 века, мы, я думаю, создали одну из самых для того периода, значит, исторических школ, у нас была литература развита, театр, и мы, ансамбли наши, все это соответствовало вообще, я думаю, такому мировому вызову, мы были на самом высоком уровне. И сегодня, делая мост в сегодняшние проблемы, я думаю, все наши проблемы от того, что мы технически и технологически, я имею в виду во всех областях, не только экономики, но и культуры и так далее, а самое главное, в образовании отстает. Если взять самые успешные страны, которые занимаются репатриацией, это Израиль, основные силы ими брошены на технологическое развитие. Это университеты, это здравоохранение, это, соответственно, и через эти институты развиваются и Министерство обороны, армия и так далее. Я думаю, вот, переходя к тому, что говорил Володя, без создания современной системы образования, да, и развитой медицины у нас развития и репатриации не будет. Все мыслят о том, какое будущее создать своим детям. Дети должны получать самое лучшее, самое передовое образование. И поэтому я считаю, что вот все силы наши должны быть брошены именно туда. И потенциал для этого у нас есть. У нас есть ученые, у нас есть образованные люди. И надо, я думаю, у нас возможность есть в Абхазии создать эти образовательные центры не только для Абхазии, но и для всего Кавказа. Мы должны в этом быть передовыми. Без создания, то есть и Руслан говорил, и Алхаз Иджал продолжал от нашей безграмотности, от нашего незнания все на наши происходят проблемы. Но без, я имею в виду, начиная с начальной школы, заканчивая колледжами, университетом, если не модернизировать наше образование, в котором должно быть преподавание на самом высоком уровне и языка, и истории, и культуры. Вот сегодня, да, и, по-моему, Вячеслав на лекции говорил, что вот он, разговаривая со студентами Абхазского университета, говорил им об истории Абхазии, и многие даже географию не знают, да, там не знают, какие главные города республик Северного Кавказа. Это говорит о том, что наше образование, оно находится в очень так критическом состоянии, и систему образования надо менять. И для этого должен быть национальный проект, в котором участвуют все наши возможности, все силы должны бросить для того, чтобы создать образовательные центры. Я думаю, через образование, я помню, что первыми репатриантами, все помнят, да, с Турции у нас были те, которые поступили в Абхазский университет, ребята.
там Уктая, там Сонерджет, и все они остались, и все они первым долгом стали успешными гражданами нашей страны. И эту традицию надо продолжить. Сегодня, насколько знаю, всего лишь 2 человека, по-моему, или 3 учатся репатрианта в Абхазском университете, хотя я должен сказать, что их должно быть, наверное, было 1000, да, как минимум. И в колледжах, и во всех этих вузах. И это единственный путь репатриации через этот путь, через того, что мы привлечем молодежь, знающую молодежь, которая сможет обеспечить и экономику, и экономические места, и налоги в государство. Это все будет взаимосвязано. Я считаю, что первым долгом надо развивать образование. И университет, и все остальные подразделения, которые могут быть, они сыграют ключевую роль в репатриации. Вот такая у меня точка зрения. Спасибо за внимание. Хайзер резолюция да прибачкуй, а нельзя зайти в баны гарантализм, алшагатой, резолюция привезен автористу Мидарису. Сирильба, добро пожаловать в наш музей, я рад вас всех приветствовать у нас. Мне доверили прочитать резолюцию. Возвращение на историческую родину потомков абхазских и адыгских беженцев XIX века остается важнейшей задачей, поскольку имеет судьбоносное значение для сбережения наших народов, по сути дела, как единого целого. И, конечно же, этот вопрос укрепления безопасности и развития независимого абхазского государства. Потому вызывает глубокую озабоченность то, что до сих пор не принята четкая концепция и достойная государственная программа Республики Абхазия по репатриации. К сожалению. В силу чего это становится одной из главных проблем, препятствующей для репатриации и интеграции на историческую родину наших соотечественников. В целях решения этих вопросов были выработаны следующие рекомендации. Все государственные органы Республики Абхазия обязаны неукоснительно выполнять законы Республики Абхазия, обязательства по международному праву в вопросах репатриации с соблюдением прав и свобод наших соотечественников. В целях исследования социального, экономического, этнокультурного и духовного состояния Абхазии и диаспоры, выработки стратегии дорожной карты репатриации, учредить Абхазский научно-исследовательский институт диаспоры при Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации и демографии. Также во исполнении статьи 12 договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года создать специализированный таможенный орган Республики Абхазия в Российской Федерации. Далее, заключить соглашение между соответствующими государственными органами Республики Абхазия и Российской Федерации об открытии морского сообщения Сухум-Сочи-Трабзон, Трабзон-Сочи-Сухум. Заключить соглашение между соответствующими государственными органами Республики Абхазия и Российской Федерации о признании легитимности абхазских транзитных виз со стороны Российской Федерации с целью беспрепятственного пропуска иностранных граждан, направляющихся в Республику Абхазия транзитом через Российскую Федерацию. Также предложить Народному собранию парламенту Республики Абхазия принять закон о резервировании в каждом районе Республики Абхазия земельных участков для наших репатриантов. Предложить Народному собранию парламенту Республики Абхазия предусмотреть квоты для репатриантов, в том числе в государственные институты, в частности в парламент и Народное собрание Республики Абхазия. Ввести в вузах Республики Абхазия курс по истории депортации
хазовый объект и значение репатриации. Также средствам массовой информации в Республике Абхазия уделять больше времени и внимания аналитическим материалам и программам по разъяснению смысла и значимости репатриации для будущих судеб абхазского и адыгского народа, а также для существования фактически абхазского государства. И что самое главное, предложить Народному собранию парламента Республики Абхазия не принимать закона об апартаментах, как носящую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Резолюция от 21 мая 2023 года, Республика Абхазия, город יחתכו בבריאי בחבז ובריאווד הג'ינון חרץ עברה המוזיאי אקספונט כבר שברי יולנחנה וחמלץ ובארגונת יערלסנה לחפשפה אישתואר שפריבנספה יחתכו בוסו דבוק אייצ'קה עברה יחבי חייזר ילכו יחבצ'ת חשנגולן אז חוצה בוסו דבוק ילחצשה жлавейзера парламента ашпа амбехцерзе яшо пха резолюция шпаха штойтаха и иначтых нахалгих амбехцера ход я яхтаху вах хни гонца жлавейзера парламент депутат ша и хабах хадмекула на рахтой и марги хавгым басо абрах амбехцера абраиш по атогых зейтахва битхарбаб бесхарфуц пахаху има из шуга шуга хотелут. Вырвали на пусу группа и больше журналистов парламента разговор. Идола сила сангями хотела хапшой, да яхта зажила галафа, а усы угадали. Закон царапезара фонзи надана, а усы ахагурц. Вырвали туда все это вход, усы вход, усы вход, אבל שאישה שרפאים שרפאים מסנצ'יג'ים עצלה גמלו את אחת אחד החכו לזה קצר פרשל לגלתי אבל יקצה לחלקי וביח אחת סגול לרוב כזאת יכולו חשספית וביוסן שרוי בחיי פחצה שוב נאז'י סקצנפו בניו הקוצניה אני זלזבול מנחה אורשקול שיירי האלו Вот что хочу сказать. Все выступающим я тот не вещь, за которым вы говорите. Если вы ждете, когда я по умнею репатрацию мы откроем, то я думаю, это никогда не будет. Понимаете, я понимаю, очень правильный вопрос. Образование – это один из важнейших в любом обществе и в абхазском государстве тоже. Я понимаю, общество должно быть, все люди должны быть умными и понимать все политические. Но этого нигде нет. В самых развитых странах, в Норвегии, в Сингапуре, в Швейцарии, этого нет, там тоже не вижу. Юра, ошибаешься? Не. Это общество умнее, чем наш. Согласен. Общество. От общества много зависит. Не говори. Но есть совершенно другое. У нас сейчас острый вопрос. Мы теряем свой родной язык. Если мы будем ждать, когда наш народ переучится и станет высокообразованным, к тому времени абхазского языка не будет. Во-первых, потому что мы его в принципе и не пропагандируем. Мы не занимаемся этим. И тогда получится, это примерно надо лет 20. Через 20 лет прощаем абхазский язык. Тогда зачем нам это государство? Поэтому одно дело все эти проблемы, которые вы говорили, все умно, я не против. Надо решать, но надо нам иметь политическое руководство, которое имеет волю и предварит. Наша беда в том, что с 2004 года антинародное правительство мы содержим. Боремся друг против друга, а приводим опять антинародное правительство. То есть не решает самые главные вопросы Абхазии. Это политическое решение. От того, что какой-то крестьянин там не очень умный, или я здесь глупый человек, от этого эти решения не меняют. Понимаете, решение, вы меня хотите сказать, что наш президент дурак? Или премьер-министр необразованный?
Нет, господа, они очень так умнее нас всех. Но у них другая задача стоит. Это первое. Второе. Свою пользу. Нет, второе. Мы находимся в определенных политических условиях. Мы зависимы от решений многих других. Еще третье. У нас ни один закон не позволяет чтобы не гражданам Абхазии приобретать жилье и тому подобное жизнь. У нас этот процесс идет полным ходом. Незаконный процесс идет. А законный процесс привести наших братьев из других стран не буксует. Кто в этом виноват? Прежде всего наше руководство. Пока мы не поставим перед нашими серьезный вопрос, или вы это решаете, или вы нам не нужны. Но вот здесь я с вами согласен. Наше общество спит. И вот здесь невежество наше. Но мы должны потребовать и не тянуть. Если мы сейчас начнем систему образования исправлять, потом в школах хороших учителей найдет, все это дойдет до университетов, это самое мало 23 Мы через 5 лет более образованных народов не получим. Более того, если вообще-то так, теоретически посмотреть, мы самый образованный народ в мире. Столько дипломов по процентным отношениям ни одном государстве народ не имеет. Другое дело, что это образование не всегда высокое. Но, понимаете ли, давайте не надо подменять все вопросы, которые надо сегодня решать. И эти вопросы, я не против. Вопрос. Кто министр образования? Нет, ты перевел нам образование. Министр образования не решает репатриацию. Репатриация в руках нескольких людей, которые, кстати, образованные. Политическое решение, волю не надо подменять на образование. Можно быть очень образованным человеком и не иметь волю. Нам, знаете, иногда войны выигрывают не самые умные люди, а сами смелые люди. Вы же это знаете. Ей нет смелости, нет сердца, все пропало. А что толку, что умный? Поэтому я прошу, давайте, я за образование. Это, кстати, это лозунг давно Говорами произнес у нас в стране. На него так смотрит, что Юра житает потом. Ага. حرا يخرج الرغبة بالزعل وراء يربطه الخارج ده حجبر пусть عزيزتا يحفظ рядом. Я в этом уверен. Это просто, самое это для нашего президента. Молодец. Хотя ты не поддерживаешь. Вот и весь вопрос. Может быть, это хорошо, но этот вопрос, я очень поддерживаю то, что вот это постановление, отлично, молодцы, но я уверен, что ни черта не будет. Если мы положим и уйдем, а если вокруг этого народ стоит, вот тогда будет. Вы поймите, мы нерешительные стали, я не понимаю, против грузин, слушайте, грузин столько было, люди стояли, мы потеряли абсолютно. Все смотрим, это же не дело, это же нехорошо. Нехорошо ни что. Продадут нашу землю, продадут и парламент. Я не надеюсь, мне правда говорят, не примут. Там большие деньги, господа. Примут. Очень большие деньги. Это как и очень большие деньги. А где деньги в наше время? Нас всех можно купить. Можно очень потому и купили. Честнее, всех можно купить. Потому и купили, Юра. Юра не оскорбил. Правильно, что? Тебя нельзя купить. Меня нужно купить. Старших мира, молодежь купили. Вот так я считаю. Как ты сказал, воруй, да. Слушайте, меня посадить, и я тоже начну. Общество не должно, закон не надо выполнять. У нас законы вообще не работают. В нашем государстве закон издавать, это просто шло по голове. Видите, больше ничего. Наши законы не работают. А вот то, что они хотят, не закон, все работает.
Все правильно. Ну, слушайте, у нас уже в Абхазии проживает примерно 50 тысяч человек незаконно. И это все сделали наши руководители. Кстати, и те, кто... Юра, обозначь проблему, пожалуйста. Вот ты говоришь, а обозначить никак не можешь. В чем проблема? В чем проблема? Почему ты не говоришь сейчас? Значит, купили всех нас, выходит, потому мы молчим. Так значит, даже молодежь купили. Мы-то всегда боремся. Нет, давай мы скажем, старшее поколение всегда борется. Купили. Вот и все. Ну, серьезно, мы думаем, что у нас есть наше государство и наше правительство. Оно не наше. Вы поймите, не наше. Мы с 2004 года имеем антинародное правительство. Мы не смогли его сделать. А мы надеемся, вот лучшее положение в Северном Кавказе. Они знают, что они живут не у совсем своего государства. Понимаете? А мы думаем, что мы победили. Завоевали, мы стали свободными, а теперь же мы все мужи. А мы не живем. Мы жили, 10 лет жили. Где-то там еще что-то. Вот сколько лет мы жили, вне зависимости. Причем голодные, нас закрыли, но мы были независимыми. А когда пошли деньги, все ушло. В том, что все купили. Ты говоришь, что тебя поддерживают, 3 коллеги поддерживают. Так же? Юра, все правильно, все. А многих купили 99%. Там за прокат и повышена евина и пцана. Халиса вы гиганты мы. Надо быть принципиальным молодым людям. Убрал aus Gesicht, aber sie gefühlt war sieht die Kulose. Aber ich то Schilder Verschabsch gerala. Убрал aus Убыспана Галцах здравота. Биология хакум шизишевый факцал. И я считаю, ну потом, одевает, вална то бесчнаком заги, если он чипжал заги, я цену потом. Я халшу факцала, убрал, знаю, что было. И то сейчас набра музей, набра иш боила за рахтил. وبيعمل تزيسفال يستخدم يخال كل باخ روسي بالكوكو ساعات بجبرزر حجيرة شهر بقى شيء سكواش حجر وبلاي بيبصر يجيبوا بحوار ريزر نفس النبقاش أحد خذوه وعلى إشكال بزكي حلم شو قصر تخوب شخالة تخوب عشت بشتحت غلط شو من تحضر وواحد بخطر تخوب وجزن برادزك نشوفه حبسني تحت على نفس النقل استخوه شوية بعد كده فرست تخوت في الشغل مش زين وجزن حبساي تحت